Геннадий Петрович Улюкин – общественный деятель Ульяновской области, педагог, филолог, журналист, шахматист и краевед. Участвует в работе по сохранению и развитию родной культуры и традиций. Здравствуйте! Мы продолжаем серию программ «История о любимом городе». И сегодня у нас в гостях также Геннадий Петрович Улюкин, меликесский, димитровградский краевед, шахматист, педагог, филолог. И мы продолжаем рассказ о истории чувашского меликеса, о истории нового меликеса, верхнего меликеса и истории чуваш в городе Димитровграде. Меликес ведь основали некрещенные чуваши. О том, что некрещенные чуваши, было известно, вот надпись на карте, из новокрещенных чувашей. А вообще-то они жили здесь, у них было кладбище, которое сейчас действует. Ехать надо когда едете по Самарскому тракту, выезжаете из Меликеса, с левой стороны после заправочной на небольшой пригорок. Здесь раньше был дубовый бор. И была выбрана поляна свободная, на которой они своих покойников хоронили. Это кладбище, сейчас не знаю, но 4-5 лет назад я, когда еще мог ходить своими ногами, там похоронили старушку одну, которая умерла и завещала своим детям и внукам похоронить ее на старом чувашском кладбище. Там там было 19 могил сохранилось. У крещенных чувашей хоронили по-своему. Во время похорон они не плакали, не причитали, а пели песни, чтобы показать покойнику, который на том свете находится, что они живут хорошо, чтобы покойник еще больше не расстраивался. Вот. И ставили они столб у них сантиметров, наверное, 80 или около метра, столб на могиле. Мужчинам дубовый ставили, а женщинам березовый и липовый. И на столбе, очищенном от коры, вырезалась личина, человеческий образ, глаза, нос, рот. И когда эта личина стояла до тех пор, пока не падала. Падала, новую не ставили, но лежала она на кладбище, на могиле. Каждый весною приходит, и на этом кладбище у могилы пищу оставляют. Там сооружен небольшой столик у них, пищу для покойников. Потому что считается, если покойник похоронят небрежно и не будут за ним ухаживать, это приходить в свое время пищей, то получится, этот покойник будет причинять неприятности. На реке Авраль была деревня. Эта деревня упоминается путешественником Пьер Симон Паллас. Упоминается, что когда переехали из старого чувашского Меликеса через Черемшан, они переплавлялись по наплавному мосту, такой, который, чтобы в случае набега башкир или калмыков, стукнул по этой стороне, и чтобы его снесло. То есть наплавной мост держался на веревках. Они жили там. Место, в котором устраивали молебен, съезжались с деревень со всех
с округи 60, 70, 80 километров в определенный день весною приходили, забивали быка, лошадь или корову, и шкуру, и череп вешали на ограду, а мясо варили и ели. Ну, перед тем, как приступить к еде, они совершали обряд поклонения Богу Тура. Эта деревня называлась Кереметью. Кереметь – это сын Бога, старший. Он, когда хотел людям дать, привез на лошадь сундук, притачал сундук и привез людям, а этот самый шайтан, который бежал из ада к этому дню, он людей подзудил, подговорил, что он вам беды принесет. Они, глупые, напали на Бога, Кереметя, и убили его. Как убили? И по кусочкам разодрали, и эти кусочки бросали везде. Когда они кинулись к сундуку, который был приторочен к лошади, лошадь их не подпустила, а поднялась и улетела от них. Лошадь умела и летать, и ходить по земле. Вот. Они посмотрели, а шайтан нет, поняли, они совершили ошибку. А там, где они бросили кусочки мертвого Кереметя, выросли деревья, и которым они совершенно стали поклоняться. Это Кереметь. Но затем это название Кереметь, это перешло, когда они их крестили, и Екатерина издала указ крещенных чувашей поселить отдельно от некрещенных, потому что крестят их, уходят крестители, эти самые божьи. Чуваши разжигают костер, 2 костра, проходят между кострами, огонь их очищает при крещении, они снова становятся некрещенными, и есть повод погулять. Вот. Она в указе указала, что они должны поселиться отдельно. Первые поселенцы поселились около болота. Там, где сейчас овраль стоит и дорога лежит, не было этой дороги. Был спуск, овраль, и первые поселенцы в лесу рубили деревья. Говорят, самые первые были якобы Тагильдины. Ну и Ямщиковы тоже, но это уже потом. Насчет Улюкиных не знаю. Хочется мне, чтобы они первые были, но важно, что были и есть. История Меликеса. Меликес развился благодаря самогонке. Вернее, и здесь из хлеба был очень богатый и долго урожайное место, хлеба много, и здесь сделали виноварение. Даже называли самогонку меликесской, потому что она была желтая, неочищенная вся. Вот. Значит, пользовались предками тоже в то время. На этой улице жили они, а по ту сторону, через Меликесскую речку, все дома старые, новый Меликес, который отстроился там, это на картах указано, даже
Но жили рядом. И, видимо, работали все же не только деревня Чувашский Меликес на земле, но и некоторые работали, наверное, и на заводах. На заводах, да, здесь же несколько заводов было. Количество увеличилось. Это улица Чувашская, называлась Чувашский Меликес. Но в переписных листах я нигде не встречал упоминания чувашин. Их, видимо, записывали русскими, раз новокрещенные, указывал же в карте, новокрещенные русские из Чувашей. Вот. Но они себя называли все равно чуваши. Никуда не денешься. Жили потихоньку. И знаменательно, что это место было известно и далеко за пределами. Меликес, например, Димитровград, старые чуваши в Чебоксарах не знают, а скажешь, «Эбе Меликесран, я из Меликеса». Они, плепер. Все, свой человек. Вот. И название очень долго живучее. И люди живучие. Хотя их называют димитровградцами, это больше для приезжих. Улица росла, развивалась. Она заворачивалась, это кончится, Чувашская улица, а заворачивалась на Меликесскую улицу. Тоже название это, вдоль Меликеса, да, где автовокзал. Из исторических событий известных здесь жил Василий Иванович Чапаев. Об этом забыли, что он жил. Война, гражданская война кончилась, новостройки. Люди умирали, и с ними эта житейская новость умирала. А где-то в 60-х годах краеведы школы номер 25 обнаружили, что здесь жил Чапаев. Дом его нашли они, но сейчас дома нет, его сломали, когда церковь строили. Снесли 2 дома, снесли и на территории построили церковь. Он жил здесь с семьей. В Меликесе родился его сын Аркадий, который стал генералом авиации впоследствии. Вот. Он работал сначала в плотницкой мастерской, то есть в плотницкой артели, а затем он был очень хваткий, умный, грамотный. И он стал приказчиком на лесоторговом складе. Вот. Когда началась война, Первая мировая война, распространялось очень туго это известие. Ему в деревне, где он жил, под Чебоксарами, пришло извещение. 2 или 3 раза приходило. Но его сказали, здесь нет. Где он, мы не знаем. На всякий случай они так говорили. Вот. Когда известили они Василия Ивановича отправился туда и ушел в армию.